Чувашские производители продолжают прокладывать путь к потребителям. Продукцию аграриев и предприятий республики презентовали на традиционной торгово-закупочной сессии. Здесь представители федеральных сетевых магазинов заключают договоренности с будущими поставщиками. Какие возможности создают для расширения продаж местных брендов, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. В прямом смысле слова вкусные кадры. Если бы телевизор передавал запахи, то многим сейчас наверняка бы захотелось поесть. Мясные деликатесы, крафтовые сыры, молочные десерты, дегустационные столы буквально ломились от изобилия продукции. День поставщика должен помочь производителям расширить объемы продаж. В хозяйстве Решита Санзяпова из Батырева на протяжении многих лет выстраивают логистику с торговыми точками Казани. Большой спрос на халяль. А там где присутствует сторона? 69 точек на сегодняшний день. Там без сетевых магазинов, работают с частниками, с индивидуальными предпринимателями. Есть частные предприниматели, кто ставит в своих магазинах. Кроме этого, большой магазин новый построили в этом году, открыли в Батырево. Для расширения сбыта фермерской продукции в Чебоксарах в ближайшее время должен заработать крупный агромаркет. Сыровар Ольга Кошелева говорит, что сейчас и федеральные сети стремятся создать отдельные ниши для крафтовых товаров, у которых в республике немало ценителей. Федеральные сети делают акцент именно на фермерскую продукцию и делают это отдельными островками. То есть в данном случае это, конечно, возможно, и что и перспективно для нас. Даже те потребители, которые наши, их же все равно больше в сетях. Легче их поймать, легче привлечь. Конечно, для нас это перспектива. Доля местной продукции в торговых каналах республики достигает 70%. В федеральных сетях больше всего хлеба и молока чувашского производства. Глава региона призвал смотреть вперед и занимать свою нишу в маркетплейсах. Мы с вами видим, что меняется потребительский спрос, меняется поведение потребителя. И, очевидно, здесь будет меняться и сама торговля, прежде всего, крупные сети. Ну и исходя из этого, соответствующим образом будут предъявляться определенные требования, наверное, с точки зрения изменения потребительского поведения и свойств, соответственно, производимой продукции. И вот здесь как раз постоянное общение позволяет эти нить изменений и, направление изменений улавливать. Одна из ключевых задач, на которую ориентирует глава региона производителей – кооперация. Для этого в республике в следующем году запустят сразу 4 агрегатора для продвижения чувашских овощей, картофеля и молочной продукции. В ближайшее время доля местной продукции в федеральных сетях должна увеличиться в разы. Потребительский спрос на это ориентирован. Дмитрий Ковалев и Павел Редков. Национальное телевидение Чувашии.